Ежегодно в период межсезонья, когда ледовая переправа уже закрыта, а навигация еще не открылась, единственным способом сообщения между Якутском и Заречьем остаются суда на воздушных подушках. Как в этом году организована их работа, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Около 30 судов на воздушных подушках обеспечивают связь Якутска с Нижним Бестяхом. Цена на проезд осталась на уровне прошлого года – 2000 рублей за одного пассажира. В будние дни подушки ходят примерно раз в час 40 минут по мере заполнения. В выходные, когда пассажиропоток увеличивается и количество рейсов. Кроме перевозки пассажиров, суда обеспечивают и грузовое сообщение. Люди приходят и с кем-то договариваются там по телефону. Либо сами кто-то из людей подходит, и тут на берегу все обсуждают, в какой день, в какой час подходить. И все, о цене договариваются и едут. Сейчас тихо, но лед такой потихоньку тает. Погода позволяет ездить пока по льду. Хотелось бы подольше, хотя бы до июня. Ну как, где-то так. Пока катера наши не выйдут. По маршруту Якутск-Нижний Бестях перевозки организованы с причала Намыв в 202 микрорайоне. Пока лед на реке Лена в районе Якутска стоит, перевозки на судах на воздушной подушке будут продолжаться. С первыми подвижками им на смену придут альтернативные виды перевозок. Видно то, что малые реки у нас уже это Алекма, там и другие малые реки, которые попадают в реку Лена, они как бы более ранние сроки тоже скрываются. Поэтому будем наблюдать. Но перед межсезонье таких явлений хочется пожелать, чтобы люди воздержались от перевозок, потому что тут будут привлечены аэроботы, другие суда, которые более приспособлены для выполнения данных. И воздушное судно у нас тоже на готовности находится. Это полярная авиалиния, тоже Манятах. Маган тоже будут выполняться перевозки. В течение летнего сезона на причале будут вестись строительные работы. Будет возведен терминал и проложена асфальтированная дорога для удобства подвоза пассажиров. И перевозки в межсезонье станут еще более удобными и комфортными. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск.